не расточает своих даров напрасно и помногу. За 20 лет даров было не так много. Точнее, совсем немного. Еще точнее, всего, наверное, 2. Первый в 1997 году власти передали мусульманской организации запущенную территорию вместе с созданием бывшего кинотеатра «Луч» площадью в 1 гектар в престижном районе Уфы. Так на берегу реки Билой возникла мечеть Ихлас. Второй мечеть возглавил кандидат медицинских наук, имам-хатиб Галямов Мухаммед Мустафович. Мухаммед Хазрат – человек страстный и бесконечно устремленный вперед во всех отношениях, в вере и в знаниях, в любви к жизни и в трудах, в светлых намерениях и в чувстве долга, в доброте и в щедрости, в милосердии и нравственной чистоте. Поэтому вполне заслуженно имам-хатиб мечети Ихлас является лауреатом премии имени Мифтахиддина Акмуллы и награжден орденом Дружбы народов, врученным ему главой Республики Башкортостан Рустемом Хамитовым. 20 лет по небесным масштабам Всевышнего – лишь еле заметная пылинка в потоке земного бытия. Нужна идея, которая вырастает из нивы мудрости. Она нужна, чтобы призывать людей поднять глаза к звездам. И она в жизни мечети Ихлас и в деятельности ее имама была с самого начала 20-летней истории. Если я закрою глаза и представлю Уфу, то, конечно же, передо мной предстанет восхитительный вид на город, в центре которого будет стоять мечеть Ихлас, так как мечеть Ихлас, как мне кажется, средоточие всей духовности нашего народа. Здесь, как известно, в самом центре религия, здесь же литература, искусство, покорность, воспитание. И вот, приехав в Уфу, никуда не поворачивая, первым делом мы направились в мечеть Ихлас. Ведь в мечети Ихлас мы обновляем свою веру, очищаем свое сердце, а именно такими мы и хотели бы посещать Уфу. Мир велик, знания можно и нужно собирать со всего мира. Международный отдел мечети Ихлас организует паломничество в Мекку, поездки в Иерусалим, различные учебные, научные, ознакомительные поездки в Иран, Турцию и другие страны дальнего и ближнего зарубежья. Без привлечения мечеть Ихлас сыграла большую роль в сближении наших стран. Доказательством этому посещения мечети Ихлас знаменитым философом господином Мехди Санаи, который является послом Исламской Республики Иран в России, а также приглашение Мухаммеда Хазрата в популярную телепередачу «Ас», ведущего тегеранского телевидения Уфы. Впечатляет вся карта сотрудничества мечети. Челябинск, Варшава, Пермь, Витебск, Москва, Тегеран, Казань, Стамбул, Махачкала, Каир, Нижний Новгород, Екатеринбург, Хабаровск. Удивительно не то, что в мечети частые гости академики, профессора и доценты вузов, а то, что в стенах мечети начинают прорастать семена образованности, духовности и нравственности. Более 700 человек ежегодно проходят обучение на различных курсах мечети. Так, уже 4 года работают курсы по каллиграфии, неотъемлемой части философского понимания мироустройства. Мечеть всегда была не только местом поклонения, но и источником знаний. Именно мечеть Ихлас является образцом этого примера. Сюда приходят люди различных возрастов, не только различных возрастов, но и различного вероисповедания, различных конфессий. Осуществляя связь времен, в мечети уже 7 лет работает Всероссийская школа нравственности имени Казаханова. С момента открытия мечети каждый день для всех возрастов ведутся занятия по изучению основ ислама. Получив базовые знания мечети Ихлас, многие поступили в медресе, исламские университеты, сами преподают на местах. Мечеть Ихлас – прекрасный образец того, как могут взаимно дополнять друг друга вера и знания. С 2014 года мусульманская религиозная организация Ихлас, единственная среди местных мусульманских организаций России, выпускает религиозно-просветительский журнал «Ихлас Шариф».
По инициативе Совета улемов МРО «Ихлас» уже в течение 25 лет выпускаются религиозно-просветительские телевизионные программы, среди которых выпускавшиеся с первых дней существования организации передача «Ихлас», а также выпускаемая с 2015 года под эгидой региональной культурно-национальной автономии татар Республики Башкортостан еженедельная передача «Балкыш» на телеканале Тугантел со своими любимыми ведущими Мухаммед Калямовым и Лисан Кашфи. Группа духовного песнословия «Иля Хиляр» и ее руководитель Акчурин Афарим Садыкович помогает стремительному взлету душ слушателей к высотам, где разум велит быть сильным, мудрым и добрым, чтобы противостоять ударам судьбы и иметь силы, чтобы даровать милость окружающему миру. Богатая библиотека, более 6000 источников, собственные издательства во главе с Мулахметовым Махмуд Габдулхаковичем дополняет эту обитель истинных знаний. Мечетью проводятся мероприятия общекультурного, патриотического и межконфессионального характера. В 2016 году, к примеру, были проведены такие мероприятия международного характера, как «Искусство мира ислама», «Спорт сила духа». В 2017 году с огромным успехом прошел конкурс чтецов Корана «Голос мира». Хотелось бы подчеркнуть огромную работу этой мечети. Мечеть «Ихлас» проводит мероприятия, которые дают огромный эффект. Это и детские праздники. Так, в 2017 году мечеть выступила соорганизатором первого в республике детского мусульманского сабантуя. Идея, миссия и смысл существования мечети «Ихлас», как это понимают его имам-хатиб Галямов Мухаммед Мустафович и его единомышленники в простом вопросе: что есть истинная вера в Аллаха? И каждый из нас в ответе перед Господом за то, как мы прожили свою земную жизнь и что оставили после себя на этой грешной земле. Семена добра, красоты и истины. 7 июля Международная ассоциация исламского бизнеса в Республике Башкортостан проводит конкурс чтецов Корана «Голос мира» среди детей от 2 до 15 лет, посвященный 230-летию образования Оренбургского Магометанского духовного собрания России и 185-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева. Конкурс будет проходить в мечети «Ихлас». 7 июля приглашаем всех желающих. Партнеры Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan savmi qozon, ko'nglim sultoni, jilas jillaringda ankamning duosi bor. Shodra gumbazlarga siyinganlar, nishga qalam manaralar. Salam etsin Ufa qalasından, Ak İdel'nin yarlarında İhlas meşid balkıp durgan urundan, 41 leşen kat manaralarına minsem, Moskov rubinleri kuruna. Ey aziz millet, her hayırlı iş Allah ismi bilen başlanır. Anam ismi bilen devam eder. Anın ismi bilen tamam kılınır. Karşınızda sizden fikrinizge Kur'an-ı Kerim ayet celilelerin Tataristan Müslümanları Dini Hazretleri'nin hizmetkari Temirgali Yuldaşev takdim eder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. Ey gaziz Allah'ım, özün rızalığın için bağışladık. Ushbu o'qilmish kalam shariflarin sababini bağışladık. Yerizne rahmet için jiberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhbaqlarına bizim Peygamberimiz xatlik kelib ketgan barcha Peygamberlerimizning, ustozlarimizning, mashayixlarimizning, tabi'in, tabi'inlarning ruh shariflarini bağışladık. Şulayıp abiyvaylarimizning, er tuğanlarimizning, qiz tuğanlarimizning bizi dığadan taşlamağız deyip vasiyet etişip kalan kardeşlerimizin ruh şereflerini bağışladık. Ruhlarını şad kılıp bendeşilik bilen kılgan günah hatalarını yarlıkasan idi, orunların cennette kılsan idi. Ey gaziz Allah'ım, özün kabul et, dünya ahiret rahmetlerinden taşlama, dünyalıkta yaşaganda hayırlı turmuşta bulup ahirette baki imanlarımızdan ayırma. Bir şu meşakkat birme, iki dünyanın rahatın bir, iki dünyanın mertebesin bir. Hayırlı sağlık, selametlik bir Rabbim özüne taat ibadet kılarga, bendeşilik bilen kılgan günah hatalarımızını king rahmetin bilen gafu et, özüne yakınlarda et, hayırlı sağlık, selametlik, tinçlik, tigizlik, gamel ibadet, hayırlı ihsan bilen uzak uzun ömürlerimizni geçirip ahirgi suluşumuzda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytip özünün güzel şerifelerini, cennet bahçelerini kurga Rabbim Allah her birimizge de nasip et. Ey gaziz Allah'ım, illerimizge, günlerimizge, yurtlarımızga, meşetlerimizge hayırlı iminlikler, tinçlikler, avrularga hayırlı şifalar, tavfiksizlikte, namazsızlıkta, dinsizlikte jiruşlerge tavfik, hidayet, istikametler nasip olmaya sar kılsan idi. Ey gaziz Allah'ım, şu meclislerimizni mübarek kılsan idi. Başlanan işimiz bereketli bulup, özünün rahmetlerine eriştirsen idi. Ya Rabbel Alemin kileşekte de şulay matur etip birgelep jıyılıp Mevlid beylemlerini uyuştururga, ütkerirga Rabbim Allah uzun nasip et. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufranaka Rabbana ve ileykel masir. Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkelna ve huve Rabbel arşil azim. Rabbana atina fil dünya hasana ve fil ahirete hasana ve qina azabin nar. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. Muhterem aziz kardeşlerim, öz isimimden Tataristan Diniye Nazareti Reisi Müfti Kamil Hazret isiminden sizge kaynar selamlar şekresin kile. Allah Teala şu meclislerimizde hayırlı kılsın idi, bereketli kılsın idi. Kileşekte birgelep şulay tağın